Убрав одного игрока нахуй под названием Московский Игорь, Америка остается только на тет-а-тет с Китаем. Понимаете, блядь, как классно получается нахуй? Мы подводим этих двух долбоебов между собой, пусть они ебутся вдвоем. Уже у Китая не будет третьего друга, так скажем, хорошего, кроме этого сраного какого-то Ким Чен Уна, блядь, нахуй я его за человека не считаю, блядь, хуй какой-то. Короче, мы его тоже замнем нахуй в дальнейшем потом, заебенем. Эти два долбоеба остаются вдвоем. Нам нахуй не нужны эти узкожопые, узкоглазые нахуй, китайцы нахуй не нужны. И американцы пусть ебутся нахуй. Два гегемона. Все, все нахуй наше дело. Мы же маленькие люди, нам что, Башкортостан, Татарстан, нахуя ничего не надо. И тут мы работаем с Европой, блядь. Понимаете как? Эти вдвоем. А Европа работает, ну, само собой, она будет работать с Китаем, тоже не наше дело, это нам похуй. Мы в Европу приглашаем к себе. Понимаете, смысл какой идет, блядь, нахуй, классный, блядь. Это охуенный бизнес-проект, блядь. Это что? Французские, блядь, нахуй, заводы. Вот, допустим, если я сейчас буду поднимать Францию, допустим, я Германию не так же люблю, нахуй. Ну, само собой, Германия войдет в это дело. В первую очередь, нахуй, разобраться с теми, которые помогут нам. Понимаете, кто нам первый поможет, мы с ними будем работать. Допустим, это может быть Франция, может быть, это Англия, нахуй. Хуй его кто будет, нахуй. Нидерланды, блядь, я не знаю, кто будет. Испания может помочь, блядь, если она там миллиард дает, блядь, Украине может помочь. И вот таким образом, если мы, Башкортостан и Татарстан, заведем ихние фирмы, блядь, всех ихние, блядь, вот эти движухи, так скажем, блядь, как Путин говорит, блядь, Башкортостан с Татарстаном, у нас пойдет контакт, нахуй. У нас пойдет движуха, бабки пойдут, нахуй. Мы им будем продавать свои нужные вещи, там, газ, все, что там, нефть, нахуй, блядь, всю эту хуйню, мы им будем пихать. Они нам, блядь, свое, нахуй, будут давать. Мы же не будем, вопрос, мы же не будем уже на Жигулях ездить, а? Или вы хотите на шестерках, как шестерки ездить? Мы уже можем ехать, ездить на нормальных тачках, нахуй. Рено, Peugeot, блядь, Мерседес, блядь, немецкий, да? Мы же уже сможем и на таких тачках кататься, блядь, спокойно, блядь, нахуй, без всяких, нахуй, эмбарго, санкций, блядь, нахуй, еще что-то, блядь, вот эта хуйня, блядь. И вот тут открывается охуенный рынок, блядь. Конечно, я, наверное, мечтаю, вы подумаете, нахуй, блядь. Нет. Это и есть перестройка земли, блядь. Они же хотят перестроить землю. А мы что, блядь, нахуй, лохи, что ли, блядь? Мы что, не можем перестроить землю, что ли? Мы можем, как раз таки мы и есть, блядь, как я тему эфира озвучивал сегодня. Яңа гасыр башкортлары һәм яңа гасыр татарлары. Без менә шулай булырга тиешбез. Яңа кешеләр яңача корырга тиеш дәүләтне. Безнеңчә. И тут, например, в голову сейчас пришло эта тема. Как раз таки, такой уже есть проект даже, можем взять из моих нелюбимых, нахуй, народов, блядь, этих туркоебов, блядь. Они же, уёбки, нахуй, тот язык, который назывался тюркский, в свое время, блядь, этот сраный Ататюрк, нахуй, поменял на свой какой-то гондонский турецкий язык, блядь, стамбульский, блядь, какой-то, блядь, дизентерию, нахуй, ихнюю, блядь, сраный язык, который они нас не понимают, блядь. В итоге, короче, насчет непонимания, конечно, может и понимают, но явно тяжело понимать, нахуй. Не хотят понимать, блядь, мы-то их понимаем, блядь. И вот, получается, они же это сделали, понимаете, блядь, они в 1900 каком-то году сменили ракурс, так скажем, блядь, в языковой теме, нахуй, даже, блядь, нахуй, почему-то, блядь, нахуя, не знаю. И тут, получается, что? Этот пример уже есть у них, и был, точнее, у них, да ведь? А почему бы нам не сделать такой же, блядь, скачок, только новые башкорты и новые татары 21 века? Как бы новый век башкортов, новый век татар. Примерно на русском так, да, звучит? Поэтому я считаю, если мы пойдем по этому пути, по новой технике, по новой теме, короче, да, все нахуй, старые вот эти коммуняги, все дерьмо снесем и создадим вот эту новую тему башкортов и татар, которые пойдут по новой доктрине, по новой тематике, жизненной позиции и дружба народов со всем миром, в идеале вообще мы должны дружить, блядь, даже с страной Китаем должны, по идее, найти общий язык, проблем нет, но по-нашему только. Вот как мы хотим, так должно быть, блядь, нахуй. Не так, что кто-то нам, нахуй, будет навязывать это дерьмо, блядь, понимаете? Как этот Путин новый пересмотр мира, блядь, по-моему, типа он хочет, да, нахуй? Нихуя. Вот мы по-нашему хотим, по-башкирски, по-татарски мы хотим, блядь, вот так, понимаете, с чак-чаком, блядь, бишбармаком, нахуй, понимаете, вот, с лапшой, суп лапшой мы хотим, понимаете, вот так, мы свое хотим, блядь, нахуй, башкорт мектепляре, татар мектепляре, блядь, нахуй, вот так мы хотим, понимаете, вот к чему мы должны идти. И самое главное, с народом. Мы везде с народом должны идти. В первом месте будет народ, везде будет народ, блядь, а потом уже другие какие-то параллельные вещи, понимаете? И самое интересное здесь всегда, как я до этого тоже озвучил, ЖИИН, вот эти собрания башкортов, собрания татар, которые будут производиться именно с народом. Будем, я считаю, это нужно проводить постоянно, при каком-то решении большом, само собой, при выборе президента, при выборе Курултая, при выборе парламента и так далее. Это я уже 1000 раз вам озвучил до этого. Но вот для этого, чтобы это все сделалось, чтобы оно сделалось, без национальная цель, блядь. Национальная цель, что это? Значит, первое, тоже на днях где-то озвучил, в эфире на улице вроде бы, или где, блядь, нахуй, увеличение, блядь. Понимаете, без куберегети, блядь. Башкортная татарка нужно в числе вырасти. Минимум, если там татар 8, а башкорта 1,5 ляма, нам надо, значит, каждый по 20 лямов должно быть. Минимум, понимаете, по 20 лямов нам надо стать. Вот наша цель. Сегешегес от души, чтобы он, да, биш балатулсан, каждая семья, да, понимаете, башкортная татарлада. Хотите микс делайте, хотите отдельно, но главное, чтобы у вас получилось минимум по 20 миллионов у каждого. Чтобы у него в паспорте было написано башкорт, Игорь миллион, и татар. Он 9 миллион, 9 чекеш, дильсон, понимаете, блядь, понимаете, как классно это будет звучать, когда будем озвучивать, что родился 19 999 малыш. Полтора или башкорт, блядь. Это же охуенно, понимаете? Поэтому у нас это цель, понимаете? Это цель увеличения народа. И потом вы скажете, куда мы поместимся? Возникает вопрос. Ну, это мой любимый вопрос. Само собой, Пермь, Коми, Ненеция, все эти земли получаем мы. Сегодня тоже чуть-чуть высказывал об этом, вспоминал свои высказывания. Получаем эти все земли, выдергиваем это все, наше будет, нахуй, отдираем это от узкого мира, нахуй. Никто, ни навальнисты, никто это нахуй не должен получать, нахуй, эти земли. И создаем огромное государство под названием Башкортостан и Татарстан прямо рядом. Вот так. У каждого будет отдельная армия, но сплоченная армия. Отдельная и сплоченная. Получается, по периметру
должны стоять у каждого, так скажем, свои войска по периметру, а вот посередине, между нами, должны миксованные войска стоять. Те, которые мы создадим общегруппированные. Вот как в ООН, блядь, есть же войска, которые хотят послать миротворцы. Примерно вот такая хрень должна быть стоять посередине. Не посередине нам нахуй и не надо, по идее, но это я так уж к слову говорю. Потому что там, может, нужно будет где? Внутрь. Конечно, я тоже сомневаюсь, нам нахуй это надо, блядь. Внутри, получается, Башкортостана с Татарстаном останутся Удмуртия, Ижевск, Мариэль, сбоку будет Чувашия. Если Чувашия, ну, смысла нет ей заходить внутрь Татарстана. Ей надо, наоборот, забрать все свои земли, которые принадлежат ей. Она должна будет с этими, с Ирос-Балаянем договориться, так скажем, вот этим, Эрзя-Мокша. С Эрзя-Мокшей нужно Чувашам договориться, где что у них границы. Вот с ними разобраться надо. Что до Саратова, что происходит, и после Саратова что происходит. Вот эти земли надо разобрать. А так, до Ульяновска это гарантированно, это будет все Татарстаном. Ульяновск, блядь, Дагестан вообще, нахуй, это ленинская пропаганда, нахуй, это ненужный вообще город, блядь, вообще. Откуда он нахуй вообще взялся, блядь? Ульяновск, нахуй, явно, я думаю, это было Татарханлыга, Казанханлыга, Татарстан, Жильляр, Улуган, Ульяновск. Я так думаю, блядь, я эту историю я пока не видел, если у кого есть карта, это можете мне закинуть в Телеграм. Поэтому, насчет территории мы должны, само собой, пройтись по огромным территориям. Почему? Как я всегда говорю, не должны быть узкожопые рядом с нами. Рахмат, Аль-Фурамед, Рахмат. Вот, поэтому мы должны по территориям взять больше. Почему? Чтобы с нами было легче, во-первых, общаться другим народом, чтобы не думали, что маленькая, блядь, страна, нахуй, в первую очередь, чтобы был у нас в каком-то смысле авторитет. В то же время, это, конечно, самая глобальная тема, конечно, чтобы не было узкожопых рядом, чтобы их рядом не было. Я еще не сказал, Челябинск, Екатеринбург, это все тоже будет Башкортостан. Это все войдет в нашу землю, блядь, все вот это на отрез, вот так, наверх, нахуй, все на отрез должно быть наше. Но для этого нам как раз-таки нужно заручиться, я считаю, с Европой, которая, как говорится, поддержит наше вот это движение, как говорится, нашу движуху, так что по освобождению наших земель, чтобы потом, после освобождения, именно вот с ними, кто нам поможет, заключить договор о том, что мы будем с ними бизнес-партнерами. Допустим, 50/50, в тот день я высказывался, или я не высказывался, или я где-то думал, блядь, может, я не говорил, не помню, 60/40. Можно работать 60/40 для начала. Допустим, или я говорил, допустим, вот так. Не как, говорил, наверное, уже где-то, я не знаю, блядь. Не как у Зеленского что-то пытаются нахуй отжать, блядь. Допустим, да, если они сейчас, надеюсь, договорятся по-нормальному. А так, что, допустим, недры наши, бабки ваши. Вот примерно так. Короче говоря, вкладывается он своими бумажками, нахуй. Это конкретно, блядь, это человеческий фактор, блядь, нахуй. Каждый должен понимать, нахуй. Это как бы не тупость и не хитровыебанность, нахуй. И не лоховство. Так же, блядь, нахуй, здесь лохов нету, блядь, нахуй. Как Трамп, блядь, кидает, нахуй, там палку, нахуй, и все как собаки должны, блядь, нахуй, взять, что ли, это все, нихуя. Поэтому договор будет с любым, кто нам поможет, Башкортостан, Татарстан, это чисто мое мнение, что для начала недра наши, бабки ваши. Примерно так будет. Когда уже выкачаем недра, допустим, возьмем уже то, что нам надо, там нефть, то все, блядь, оттуда уже будем излагать. Короче, что можно излагать? То, что он потратил, чтобы он же тратит бабки. Мы же как бы берем, как бы, получается, по сути, блядь, из земли бесплатно. Мы даем ему фору 10%, допустим. Мы будем брать доход 40, 60 пусть он берет. Но сколько это будет происходить? Это будет происходить столько, насколько он эти деньги обработает. Вот, допустим, как вы говорят, 500 миллиардов он, допустим, вкинет в это дело. И эти 500 миллиардов он будет разрабатывать, допустим, заработаем мы его, допустим, за 5 лет, допустим. И вот эти 5 лет он будет брать 60%. 40 мы будем брать, хуй с ним. Мы будем делать сабр. 40% для Башкортостана, Татарстана это дохуя денег, я считаю, блядь. 40% мы будем брать чисто просто, блядь. Понимаете, блядь? И все распределяем народу, блядь. Ну, так скажем, на свои нужды. 60 пусть он берет. А вот когда уже заканчивается 5 лет, и он 10%, которые он заработал уже, все, вытащил 500 миллиардов своих, начинаем 50/50 работать, только блядь. Нихуя тут харамного не должно быть. Вот здесь таки, как раз таки исламская математика будет включаться. Никакого нахуй вшивости, никаких нахуй кредитов, никакого вот этого харамного нахуй всяких движений. И вот там как раз таки будет движение, что честное, блядь, 50/50 нахуй. Твои деньги вышли, допустим, француз или немец, все, дорогой, блядь, теперь 50/50 будем зарабатывать. И все, тихо живем. Вот примерно вот так должно быть, блядь. С каждым, нахуй, предприятием будет такой образ. Даем, блядь, поблажку, потом уже наравне. Зато не обидно, нахуй. И самое интересное тут, из-за того, что 40%, которые мы когда будем зарабатывать, вы подумаете, блядь, нахуя 10, нахуй, такие живодеры еще могут поделиться у нас, блядь. Я скажу вам так. Эти 40%, когда мы будем брать, нахуй, подумайте о том, что 10% людей, которые, блядь, 10%, которые мы будем им отдавать, имейте в виду, что в этот период и потом тоже безден холох и шлен, блядь. Понимаете, даже, допустим, откроется, допустим, фабрика, не фабрика, наверное, это называется, завод Peugeot, допустим, французские машины, Peugeot. Там кто будет работать, француз, что ли? Нихуя. Может, в Андижане корейцы приехали, научили узбеков. Все, сейчас узбеки работают там. Вот это, Deo Nexia, также будет тут. Приедут они, французы, мастера, научат, Башкортостан, ладно. Все, они сами будут хуярить. У нас дохуя таких, я считаю, блядь, которые в Ижевске работали, и в этом Самаре работали на автовазе, блядь. Дохуя такой, инженеров, умных дохуя у нас, блядь. Короче говоря, они будут сами работать уже. И все, получается, блядь, те 10% мы перекроем через труд людей. Ну как перекроем, блядь? Наоборот, они заработают даже больше, блядь. Понимаете? Наши люди будут зарабатывать на этом фабрике, понимаете? Вот каким подвохом. А вот узкожопые, если сейчас брать эту тему, не дают нам это делать. Не дают, понимаете? Башкортостан татар должен понимать, что нам не дают, как мы хотим жить, блядь. Почему мы это должны терпеть, блядь? Почему узкожопые суки, блядь, только нахуй кичливо, нахуй, себе строят, нахуй, блядь, свое московское дерьмо, блядь, нахуй, которое все равно рано или поздно мы его разъебем, блядь. Полностью уничтожим Москву, блядь. Стройте, нахуй, блядь. Хоть нахуй там хоромы стройте, нахуй. Все заебение, нахуй, блядь. Как вот Украину, блядь, равняли, мы тоже так же будем Москву равнять, блядь. Прям вот это мое желание равнять это, блядь, нахуй. Зайдем, нахуй, блядь, самолетами, БТРами, нахуй, танками будем равнять ее, нахуй, блядь, нахуй. Вместе с Путиным, нахуй, пидорасами, блядь. Вот примерно так. Поэтому
Когда, блядь, наш народ, получается, сейчас интегуде, мескен, яши, охшасыз, блядь, яшилер, мына шундай, интегуде, блядь, сібірде шилер һәр вакыт, блядь, әллә кайбарлар шилер, блядь, интегуде инде, 20-30 мең генә акча алалар. Ну, без бит шуны чыдарга тиеш түгел бит. Туганнар, блядь, хватит инде, блядь, нахуй, быть нахуй какими-то ссылками, нахуй, блядь. Җитте, блядь, җитте. Надо, блядь, брать уже, нахуй, конкретно все в руки, блядь. Утыздан 50-гә хәтта мужикларга мен сезгә әйтәм, блядь. Астада яшьләр кирәкме, өстә дә кирәкме картлар, блядь. Утыздан 50-гә, блядь. 20 лет вот этой разницы. Все, вот 30-50. Если вы остались еще, не ушли на эту ёбаную войну, не сдохли, блядь, то давайте будем, как говорится, подниматься. Давайте будем движение делать, блядь. Движуху, блядь. В конце концов, блядь. Понимаете? А не так, что, блядь, вы думаете, что, блядь, нахуй, вам украинцы или кто-то, нахуй, даст победу? Или там какой-то ёбаный Туран, блядь. Никто нам не даст победу, поймите, никто. 1000 раз об этом уже говорили, нахуй, и говорим, блядь. Нам даст победу только наши силы. Наша, как говорится, сила в единстве. Бредамликта кюш. Туганлар. Идем дальше. Так, Соловьина поймет оттуда что-то. Мы будем сырьевым придатком США. Эй, тут, хохол, завали ебало. Сырьевым придатком США будем мы. Короче говоря, фотки такие, блядь, подъебышные, блядь. Короче, эти вдвоем уже будут придатками сырьевыми США. Блядь, они ебанутые. А в чем все-таки заключался тот самый план? Напасть на Украину, чтобы предложить Америке свои ресурсы, выпустить по Украине, выпустить по Украине ракет на 16 миллиардов, только за первые 2 года, а потом рассуждать о совместном проекте с американцами по разработке алюминия, который требует инвестиций 15 миллиардов. Это при том, что всего год назад Путин и сам заявлял про коварный Запад, который мечтает захватить Россию и использовать ее ресурсы. Кто там говорил, что Россия страна бензоколонка? Отбой, это теперь алюминиевая сверхдержава. Но не то, что алюминиевая, как говорится, пердулины, нахуй, у них уже, блядь, ослабли, так скажем, блядь. По идее, нахуй, у Путина уже, наверное, несдержание, нахуй. Очко уже Дим-Дим не делает, а уже все открылось, нахуй, блядь. Как говорится, кратер его открылся, и так что заходи, блядь, нахуй. Любой может заходить и пердулить его, нахуй, вообще щели. В итоге Путин сам